Здравствуйте, всем доброго дня. В общем, такая ситуация случилась. Ездил, и вот, как говорится, доездился. Заводим автомобиль. Вот у меня бортовой компьютер показывает вот такую вот зарядку. Ну, это зачем прямо сейчас-то? В общем, короче говоря, время от времени у меня загорается зарядка. Это говорит о том, ну, смотрите-ка, 13,8 вольта. Даже прям не знаю, что это такое. Как будто бы починился, но на самом деле не так. В общем, на генераторе скончались щетки, стерлись. В общем, нужно их заменить. Съездил в магаз, купил вот такие вот щетки. Сейчас мы их откроем. Вот. Вот я на 3S покупал на старый Ipsum точно такие же. Честно говоря, не знаю, что-то мне кажется, что меня накололи. Я так долго упорно разговаривал с продавцом, он меня прямо убедил в том, что это щетки от моей машины, от моего генератора. Ну, честно говоря, что-то я уже не знаю. Сказал, немецкие, качественные, никто не жаловался. В общем, вот так вот. Вот, смотрите, 12. Вот, падает, короче говоря. И загорелась, соответственно, лампочка на приборной панели. Вот так вот все это у меня происходит. В общем, я думаю, что это щетки. Ну, надеюсь, конечно, что не генератор, а щетки. Вот как-то так. Сейчас будем с этим бороться. Посмотрим, что у меня получится на этой машине. Вот, 11,4. Низкое напряжение борт сети 11,4. Да, тут же раз, видите, и подросло напряжение. В общем, посмотрим. Сейчас будем разбирать, смотреть. Как обычный ремонт, со снятия клемм с аккумулятора, что мы в принципе сейчас и начнем производить. Как бы тут дело бесхитростное. Все, автомобиль у нас обесточен. И теперь я молодец, я только что прогрел машину почти. И теперь смотрим туда, где у нас генератор. Генератор у нас там. В общем, так, вот он генератор. Получается вот так вот. Отсек моторный. Выхлопный коллектор. Вот он генератор. Значит, надо сдернуть, соответственно, клемму и фишку снять. Потом, я так вижу, там 3 гаечки надо открутить. По-моему, они, наверное, на 8 или на 7, я не знаю точно. Будем экспериментальным путем подбирать. И снять пластиковую крышку. Больше вроде ничего его там не держит. Щелка. Ее надавливаем и расшатываем фишку. Вот так вот все это делается. Все довольно-таки просто. Теперь, короче говоря, откручиваем 3 гаечки на 8. И еще вот эту надо хренотень снять. Сейчас отверткой подцеплю, как там должна вытаскиваться же, наверное. Не хочу ее ломать. В общем, целый снять вот эту вот защелку, закрывашку не удалось. В общем, здесь вот получается по 2 защелки. Вроде аккуратненько дергал, но тем не менее половина обломилась. Ну, дальше вот откручиваем. Так, мне вот одной, она еще к тому же ни разу не откручивалась. Ух ты, как тут все крепко закручено. Я не могу вот так вот. Надо попробовать поставить, что ли. Что-то как-то насмерть было все закручено. В общем, откручиваем главную эту клемму. Насколько я помню, она, по-моему, должна быть плюсовая. Явно не масса. Гаечку это никуда не сахатим. Смотрим, тут что у нас, шайбочек вроде никаких нету. Да? Да, все. Мы все это дело открутили. Так, на чем я остановился? Значит, вот открутил и вот эти вот 3 гаечки на 8. Вот одна шпилька, вторая и вот там 3. Кое-как открутил, затянуты были на совесть. Походу никто сюда еще ни разу не лазил. Вот дальше, короче говоря, вот такими вот, сейчас покажу, движениями я начал отделять крышку пластиковую. Потихонечку так. Я потому что не знаю, как она там. Что-то все хрустит прямо.
Как вот она отсюда снимается? А, она вот здесь вот разъединяется. В общем, надо сейчас потихонечку вот эту крышку снимаем. Аккуратненько, чтобы не сломать. Зачем она мне сломана это? Ну вот так вот. О, вот она. Хотел показать, как она снимается. Сейчас буду показывать, как она вытаскивается оттуда. А как вот ее теперь оттуда ее изъять? Что ей мешает? Так, вот эта штука у нас вынимается. Вынимается. Но это никакой пользы не дает. Ага, все заметили? Я сам не заметил, как я это сделал. Что-то нам надо сделать, чтобы вытащить щетки. Они же крепятся на двух болтиках. А где эти болтики, я пока не вижу. Так, вот тут что-то уже прямо отваливается. Это какая-то прокладка. Ага, я, кажется, увидел. Вот там вот есть два болтика под фигурную отверточку. Два болта под фигурную отвертку. Но я кое-как, правда, увидел. Сейчас будем их выкручивать. Нужно найти коротенькую отверточку, хорошую, и выкрутить их. Ну вот мы вытащили на свет. Ух ты, сколько там сыпется-то. На свет Божий блок этих щеточек. Вот так вот он выглядит. Вот наши щетки. Ну что мы видим? Это то, что их уже... Но они еще пружинят. Но их уже практически не осталось. По сравнению с тем, что мы имеем на новые детальки. И да, клеммы, вот они, так покажу, расположены на одном уровне. То есть не одна выше, а другая ниже, а именно вот так вот, как есть. Вот щетки, и вот щетки. Сейчас посветим. Ёкарный ты бабай. Надо, чтобы телефон-то туда так уронить. Вот смотрите. Так, как бы мне это сделать? Вот так вот, да? Старые щетки, мы их не видим, и новые, вон они какие большие. Вот как-то так. Вот просто попробовал поставить руками, так сказать, примерить. Она встала как родная, села на свои посадочные места, засунул в отверстие палец, сжал щетки и просто внедрил туда ее. Все, вот прям чуть-чуть буквально пошевелил, она раз и села на свое место. Сейчас буду прикручивать. Как-то вот так вот я это все дело прикрутил. Один болтик и второй болтик. Короче, вот эта вот прокладочка, вот этой вот выпуклостью, да, тут какая-то вот есть типа канавки. Вот ей надо наружу одевать. Вот это вот отверстие совмещаем. Не совместилось. Одеваем, короче говоря, прокладку. У меня все остальное меньше времени заняло, чем вот эта вот беда. Нет, не попал же, видно же, что не попал. Вот так вот это все выглядит. То есть вот этой вот сейчас возьму что-нибудь. Вот этой вот канавкой, вот такая вот идет, она идет наружу. Ну теперь осталось поставить пластиковый кожух и вернуть все это на место. Сейчас еще будем выпендриваться. А вот здесь вот на крышке имеется как раз вот эта вот канавка, которая идет на прокладке. Вот. Видать, какие-то провода еще должны выходить. Не знаю. Ну, в общем, вот видно, что она здесь отпечаталась, то есть она прижимается. Ну, не знаю для чего, может дополнительная фиксация или еще что. В общем, вся эта... Ну вот, пластиковая крышка, она туда, в принципе, легко сошла. Не так, как вытащить. Одеваем вот эту вот, не знаю, как ее тоже назвать, пластиковую шайбу здоровую. Прям туда раз, и она здесь вот не шевелится. Значит, все-таки вот так. А как эту крышечку одеть?
Вот так вот. Все. Совмещаем. Что-то она как будто не плотно. Ну, хотя она так и была. Все. И закручиваем 3 гайки на пластиковой крышке. Вот они. 3 шпилечки торчат. И теперь их закручиваем. Крепили пластиковую крышку. Далее берем плюсовую клемму, ставим. Гайку на 10. И все это дело закручиваем. Так, ставим еще фишку. До щелчка. И в принципе вся работа у нас выполнена. Осталось только подтянуть гайку плюсовой клеммы. Затяжка здесь должна нормальная, в принципе. Потому как, ну, тоже переусердствовать не надо. Вот затянули. Все, не открутится точно 100%. А как она вот здесь сидела? Да. Вот теперь трабл. Как ее обуть на место. Вообще должен быть пластик очень мягкий. И сам туда одеваться. У меня так не происходит. Вот так вот. Здесь она уже, скорее всего, фиксируется плотно. А, нет, зафиксировалась, смотри-ка. Ну вот, в принципе, я так надеюсь, что ремонт окончен. Значит, проверяем, подключили. Все, теперь одеваем клеммы на аккумулятор, на аккумуляторную батарею, правильно сказать. Все, прикручиваем, инструмент складываем и проверяем. Так, ну вот, значит, ремонт у нас окончен. Все подключили. Аккумуляторную батарею закрепили, клеммы подсоединили. Теперь идем, в принципе, в салон. Так, здесь сейчас еще уберемся. Это нам здесь под капотом не надо. Это тоже. Заводим автомобиль. Так, ну вот, заводим автомобиль. Все значки горят. Ну и запускаем двигатель. Двигатель, в принципе, еще не остыл, потому что обороты невысокие. Значок зарядки не горит, то есть значок аккумулятора не горит, и бортовой компьютер нам выдает 13,9 вольта. Все нормально. Сейчас пойдем там еще посмотрим, что у нас там под капотом творится. Вольт, 14,1, 14,2. Так, что еще хотел сказать по... Значит, вот коробочка от щеток. Здесь ничего не написано, но продавец прямо уверил, что это Германия. И они очень-очень хорошие. Ну, действительно, по, скажем так, по разъемам, да, то есть они подошли прям как надо. Немного о том, что мне понадобилось в этом ремонте. Значит, был задействован ключик на 10, был почти задействован второй ключик. Это для того, чтобы открутить клеммы. Значит, головка на 8, но лучше использовать головку для маленькой трещотки. Вот трещотка, тут головка на 10. На 8 в моем наборе нету. Я использовал ключик, соответственно, на 8 рожковый. Маленьким удлинителем не воспользовался. Есть у меня еще вот такой вот крючок, но он тоже был не задействован. Была задействована вот такая вот бита. Она вставлялась в трещотку. Это для того, чтобы открутить 2 болтика щеток и отсоединить их от генератора. Там фигурная нарезка, так скажем. Маленькая отвертка мне не пригодилась, она туда все равно не подходит. Была еще такая вот древняя отвертка,
Это для того, чтобы поддеть крышку пластикового генератора. Что еще? Ну, в принципе, и все. Ну, большая трещотка, это так как я головкой на 8 большой откручивал 3 гайки генератора, крепления пластиковой крышки. Все, на этом действительно все. Больше мне вам сказать нечего. Как-то так. Всем пока.